Здравствуйте, уважаемые студенты! Наша сегодняшняя лекция называется «Фактура и текстура в композиции». План, понятия и виды фактур, понятия виды текстур и графическое выполнение фактур. Фактура – исключительно внешняя характеристика на глаз или на ощупь поверхности предмета или материала. Фактура, как и цвет, имеет физическую характеристику, а также обладает эстетической выразительностью. К физическим свойствам фактуры относят гладкость, шероховатость, колючесть, скользкость, бугристость, пушистость, мягкость, но во многих случаях это зависит от технологии обработки материалов. Здесь вы можете посмотреть разнообразие видов фактур. Фактура может вызывать у зрителя различные эмоциональные ощущения. Она может радовать, может быть неприятной, монотонной, скучной, роскошной и так далее. Текстура – это внешний признак структуры предмета, это рисунок, это цвет. Текстурой может быть, допустим, вот здесь я привела примеры, виды текстур. Естественная текстура – это вот текстура камня, текстура дерева, различных деревьев, текстура шкуры животных, дальше текстура природы растений, каких-то природных явлений. Будущим дизайнерам необходимо знать передачи фактур, чтобы полностью выявить свои идеи и замыслы на бумаге. Это примеры текстуры карандашами, ручкой, можно гелевой ручкой. Это же текстура сухим методом, красками, гуашью, кисточками различной толщины. И фактуры, вот цветные фактуры, это уже фактуры зернистые, можно сказать. Это мокрый метод, техника пульверизатором. Это различные тоже фактуры красками. Здесь на толстом слое краски наносятся различные узоры и фактуры. Дальше у нас идет способ печатания. Это мы, как вы сами видите, наносится краска на какую-то поверхность, и потом она печатается. Здесь печатается губкой. Здесь тоже способ печати. Следующий способ называется гратаж. Здесь на бумагу наносятся жирными мелками узоры, потом поверх них акварельными красками различные краски. По такой технике можно делать кружева, кружевные ткани, прозрачные ткани. Это тоже толстый слой краски и поверх поцарапывания, выцарапывания или печатания каких-то узоров. Такая техника очень удобная и легкая. Следующая техника – мокрая техника, следующая – пульверизатор. Вы можете дополнительно еще посмотреть в интернете, как этими способами пользоваться. Ответьте на вот эти контрольные вопросы и самостоятельно сделайте несколько видов фактур и текстур. До свидания.